Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Молодежная сборная России по футболу уступила команде Франции в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Венгрии и завершилась со счетом 0-2. Взятие ворот провели Отсон Эдуар и Жонатан Иконе. Отметим, что оба мяча были забиты с пенальти. После двух туров российские футболисты занимают третье место в группе С, имея в активе 3 очка. Французы с таким же количеством баллов идут на второй строке. В следующем матче россияне сыграют со сборной Дании, которая 6 пунктами возглавляет квартет. Встреча пройдет 31 марта. Заброшенные шайбы Александра Овечкина и Евгения Кузнецова помогли Вашингтону выиграть у Нью-Йорк Рейнджерс в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5-4. В составе победителей помимо россиян взятие ворот провели Ти-Джей Оши и Том Уилсон. У гостей дублем отметился Колин Блэквелл. По разу забили Алексис Лафренье и Крис Крайдер. Для Овечкина шайба в этой игре стала 724-й в рамках регулярок, что является 6-м результатом в истории лиги. Вашингтон занимает первое место в таблице Восточного дивизиона, набрав 50 очков. Рейнджерс находится на 6-й позиции, имея в активе 34 пункта. Россиянин Данил Медведев одержал победу над представителем Австралии Алексеем Попыриным в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс», который проходит в Майами. Игра длилась 2 часа 37 минут и завершилась со счетом 7-6, 6-7, 6-4. В четвертом круге россиянин сыграет с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо и сербом Душаном Лайовичем. В данный момент 25-летний Медведев занимает второе место в рейтинге ATP. В его активе 10 побед на турнирах под эгидой данной организации. Лучшим результатом россиянина на стартах серии «Большого шлема» является выход в финал. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Бахрейна первого этапа сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1. Вторым линию финиша пересек нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Тройку лидеров замкнул сокомандник британца финн Вальтери Боттас. Россиянин Никита Мазепин из Хааса стартовал с 19-й позиции, однако вылетел на первом круге гонки. Отметим, что Хэмилтон в этом заезде прошел отметку в 5111 кругов в качестве лидера, тем самым побив рекорд немца Михаэля Шумахера. Следующий этап Формулы-1 пройдет в Италии с 16 по 18 апреля. Перейдем к событиям якутского спорта. Боксеры сборной республики завоевали 6 медалей на первенстве Дальневосточного федерального округа. Турнир прошел в Южно-Сахалинске. В активе якутян 1 золото, 1 серебро и 4 бронзы. Награду высшего достоинства в копилку команды принес Леон Иннокентьев, выступавший в весовой категории до 54 килограммов. Отметим, что благодаря этой победе якутянин стал обладателем путевки на первенство России. Гол студента СВФУ Яника Самплея помог Липецкому ЛКС в гостях победить столичный «Спартак» в матче заключительного тура регулярного чемпионата Высшей лиги России и выйти в плей-офф с первого места западной конференции. Встреча завершилась со счетом 4-10. Иворийский футболист завершил регулярку с 17 голами в 21 матче. Он является лучшим бомбардиром своей команды. В 1/8 финала ЛКС сыграет с Ростовом, который финишировал на 8-й позиции западного дивизиона. Первая встреча двухматчевого противостояния пройдет 3 апреля. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!